В данный момент готовятся для стрельбы две группы у нас: классический и традиционный лук, юноши, девушки младшего возраста. Вообще на соревнования выбирают тренера. Они говорят, вот, ну вот ты поедешь, давай вот деньги за поездку, за жилье, и все, и ты поедешь. Но они берут только тех, на кого есть надежда. А некоторых они берут, чтобы они вообще поняли, зачем это нужно соревнование. Ты вот сегодня зачем приехал? На тебя надежда есть или... Надежда есть. Мне прям так тренер говорил. У меня в справке от школы, когда я ее сдавал, я же тут уже 2 дня как, и у меня в справке написано «Надежда Башкирии». То есть как бы то, что на меня есть надежда, что я хотя бы какое-то место займу. Я приехал впервые на соревнования в Мелеуз. И, наверное, даже у меня в тире были соревнования, и теперь впервые здесь. Но меня взяли для того, чтобы я узнал, что такое настоящее соревнование. Сейчас вот привез 2 маленьких, 2006-2007 год, и одна 2001 год. Вот 3 пока. И именно из Силантьева. Ну, посмотрим, как все получится. Но без хорошей матчасти-то у нас здесь как бы ничего не добьешься. Потому что если даже техника отличная, если лука нет, сейчас невозможно добиться без хорошей матчасти ничего. Поэтому приходится покупать. Ну что, куда вкладывать? Только в детей своих учеников. А эта часть спортзала сравнима с парковкой дорогих автомобилей иномарок, потому что каждый лук стоит от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Поэтому такой вид спорта относительно недешевый. Я стал мастером среди обычных спортсменов. Не, как вам сказать, нет такого, чтобы паралимпийцем там, участвовал. Стрелял, как обычно. Вообще, чтобы получить разряд, нужно набрать определенное количество очков. Получается, набираешь определенное количество, то есть, допустим, для кандидата нужно 540 попасть. Для мастера же 570, но это на 18 метров. Также есть различные дистанции от 30, 50, 70 и 90 метров. Но это уже летние сезоны, и я выполню на летних. Главное – это не переживать, делать все по технике, и все получится. У вас какой-то особенный лук, особенный прицел. Что особенного? Нет ничего особенного. То есть выполнить каждый может. Неважно, с какого лука и какого возраста. В стрельбе из лука есть разные виды оружия. Это мы всегда знали. Теоретически, классическое и блочное. Но вот чем они отличаются друг от друга, мы не знали никогда. Поэтому вот эти 2 вида оружия, которые сейчас здесь стоят, я совершенно не смогу определить. А вот 10-летний Макар это сделает легко. Макар, расскажи, какой из них блочное, классическое и в чем разница? Это блочный, это классический лук. Классический лук отличается тем, что у него есть большие плечи. Он сам большой, очень. Есть у них разные прицелы. У каждого может быть разный прицел. Есть плунжер, который держит стрелу, чтобы она летела прямо. Есть. Где плунжер? Покажи, пожалуйста. Вот синенький. Это плунжер. И когда ты натягиваешь стрелу, когда вот этот на кончике, он дзынькает. И ты должен в это время выстрелить. Если ты не успел прицелиться, ты должен отложиться и заново это делать. Стабилизатор нужен для того, чтобы лук не трясся у тебя. Он дает тебе, вот, чтобы ты смог навести прицел на точку, которую тебе надо выстрелить, и хорошо выстрелить. Вот это блочный лук. Блочный лук отличается тем, что у него одна
темная тетива. И он меньше, плечи меньше, видно это. И прицел у него умеет приближать. Это одна... И он приближает так, что можно на 18 метров увидеть достаточно близко, куда ты стреляешь. Даже с плохим зрением я смогу точно выстрелить. Ну да, по сути, да. Еще такой же стабилизатор, чтобы тоже. Он тяжелее, но у него есть еще одна особенность. При натяге, когда натягиваешь, он сначала идет тяжело, потом резко легко. Это так и стрела делает. Сначала он идет чуть медленно, а потом уже стрела выстреливает очень быстро. В блочном используется релиз, чтобы натягивать тетиву. Это как курок, да? Да, это типа того, но только курок не находится вот так вот пальцем нажимать, а его надо вот так вот нажать, чтобы он выстрелил. А в классическом? А в классическом мы берем просто первые фаланги, на нем и натягиваем все. Гитара. Вот если вы струну немножко закрутите, перекрутите, начнете играть, у вас не играет, то есть не выходит музыка. Так и у нас лук. Понимаете, у нас есть тетива одна, единственная, как однострунная балалайка. Мы должны ее повернуть 1 оборот, 2 оборота, 3 оборота. И во время тренировок мы эту базу определяем. Чисто теоретически вот так. Смотрим, в каких случаях у нас стрела летит ровно. Понимаете? То есть то добавляем оборот, то опускаем. То есть индивидуально каждому человеку, вот у каждого человека, у нас, спортсмена, свой лук. Из этого лука никто не должен стрелять, другой. Потому что у него другая растяжка, другая сила РУ и так далее. Самое главное – это прицел, потому что он настраивается под спортсмена, под его технику. Также лук настраивает тренер, стрелы подбираются специально под лук, под самого спортсмена. Растяжка лука, длина стрел – это все влияет. Плунжер также настраивается тренером под стрелы, под лук, чтобы все было в центре мишени. Вот здесь крутится шестеренка, опускается, поднимается, а это горизонт, влево-право. Ну, при выстреле я царапаю, но это не у всех, это зависит от техники выстрела. А какая у вас техника тогда, что вы царапаете? Хорошая. Почему решили на этот раз соединить соревнования по стрельбе из лука с традиционной стрельбой? Вообще традиционный вид спорта в Башкирии – это наш культ, это наши стойки, это, грубо говоря, башкиры, они поистине воины-лучники. И мы хотим как раз-таки соединить две культуры – культуру традиции и культуру спорта. Но получится ли все-таки разные виды оружия? Да, конечно, получится. В российской практике есть такие уже регионы, Забайкальский край, Бурятия, где это уже давным-давно процветает, развивается, и они приходят к более высоким результатам за счет этого. Мы приехали из Ишимбая. Клуб называется «Актайлак». Это клич юрмакинцев. Мы в клубе занимаемся уже 2 года стрельбой из традиционного лука. Это ученики башкирской гимназии. Но я тоже сама начала, увлеклась этим видом спорта. И вот потом дети за мной уже потянулись. Вот 2 года уже не бросают, занимаются. Уже в нашем клубе 50 детей. Быть метким, А что нужно для того, чтобы быть метким? стрелять, тренироваться. Еще мы стреляем, чтобы не забыть наши традиции башкиров. Традиции не остались в прошлом. И не только мужчины могут стрелять, но и женщины. Это тоже должность нужна. Костюмы у нас простые, как раньше одевали на войну, получается. Ничего тут сценического нету, все простое и из простого материала. На основе национальной стрельбы из лука, которая сохранялась в регионах, и создавались как раз те самые секции современной стрельбы из лука, спортивной, которые сейчас и дают в настоящее время результат
И многие представители сборных команд как раз и выходят из тех именно республик, краев, да, где и эти национальные виды спорта в любой разновидности сохранились. Самая обычная пятиэтажка в Бирске может хранить очень большой секрет. Например, это Интернациональная 120. Здесь, в подвальном помещении, целый спортивный мир. Там воспитываются чемпионы мира, России и республики по стрельбе из лука. Вот это у нас тренажерный зал. Здесь ребята занимаются ОФП и специальной физической подготовкой. Мы здесь занимаемся буквально 1/3 тренировки, и потом спускаемся вниз в стрелковые залы, которые расположены на подвальном помещении. Вот мы спустились в наш подвал. Это у нас комнаты как муравейник. В каждой комнате у нас располагается по 10-15 человек. Вот этот зал первый. Затем здесь у нас второй стрелковый зал, в котором занимается тоже 10-15 человек. Ребята приходят в 11 лет, но при этом они сначала проходят общефизическую подготовку, которая позволяет ребятам взять лук. То есть для растяжки, для правильной растяжки нам необходимо научить ребят общей физической подготовке и специальной физической подготовке. Проходит некоторое время, например, месяц, примерно. Затем мы начинаем давать луки, но не каждому в раз. То есть они не все в раз получают. У каждого организм индивидуальный, каждый по-своему подготовлен к луку. Начинаем давать лук с невьянских луков, так называемые. Они произведены в городе Невьянске. А после этого постепенно ребенок развивается, от слабых луков переходим к более сложным лукам. Ну и задачи, соответственно, точно так же. То есть сначала они учатся ставить стрелочку, затем они учатся работать со стрелочкой, с перышками, затем они начинают стрелять по щиту, после этого они стреляют по точке, ну и так далее, развивают свои навыки. Стрельба из лука это является олимпийским видом спорта с 1900 года, еще вот в самые первые годы формирования Олимпиады. Стрельба из лука была место быть. К сожалению, конечно, был 60-годовой такой провал, когда стрельба из лука не входила в Олимпиаду. Но если не ошибаюсь, с 1956 года стрельба из лука входит в состав Олимпийских игр. Как раз таки вот в эти годы стрельба из лука зародилась в России. Впервые стрельба из лука зародилась именно в Бирске в 1973 году. Случайно в Бирский пединститут вместе с лыжами пришли несколько пар луков. Обычные спортивные лыжи. И среди них было 2 лука. Вот именно вот таких вот 2 лука, которые, кстати, как раз таки по форме напоминают лыжи, с Львовского завода прислали партию. Вот, и обычные преподаватели, которые никогда в жизни не стреляли из лука, просто вот захотели, увидели, что это такое, что за лук со стрелой, вот начали возобновлять. Стреляем в среднюю мишень. Кто попадет ближе, тот получит шоколадку. Я вам сразу сказал. Понятно? В среднюю мишень. Но если вы десятку не попадете, никто не получит. Вы разыграете вот эту шоколадочку.
Я маленький был, газету листал, картинки смотрел и просто увидел картинку, как другие ребята стреляют. Мне понравилось, мам, можно туда? И так получилось. Во 2 классе я сюда пришел, и как-то вот сразу, у нас когда тренировки отменяли, там тренера болели что-нибудь, я такой, да блин, почему? Хочу на тренировку. Там последние уроки прогуливал. Мама у меня чемпионка мира по стрельбе из лука. Она очень хорошо стреляет по мишеням. Я занимаюсь стрельбой из лука недавно, год. До этого я занималась художественной гимнастикой 11 лет. Имею разряд кандидата в мастера спорта. Ну и по стрельбе из лука у меня тоже кандидат в мастера спорта разряд. Вот. Я связываю эти 2 вида спорта. И мне это очень нравится. И вот мы с тренером как-то раз решили попробовать стрельнуть на шпагате. У нас получилось. Прикольно, классно получилось. На данный момент у нас есть свои чемпионы мира. Ворошина Евгения в 2007 году в Турции. Они установили мировой рекорд, который до сих пор еще не побит. Вот, сборная России в составе. У нас призеры мировых первенств. Была Равилова Диана, серебряный призер в прошлом году мира. Носков был призер Европы. И по ачери-биатлону у нас 4 человека являются чемпионами мира. Все скромненько, но зато свое. Я давно об этом мечтал, 2 года бездомным был. Сейчас, по крайней мере, у меня что-то есть. Тренировка как бы у нас начинается вообще-то с баскетбола. Мы очень любим играть в баскетбол. Я вот до сих пор всю жизнь в баскетбол играл, хоть и маленький, до сих пор люблю баскетбол. И потом где-то полчаса играем в баскетбол. А потом начинаем стрелять. После стрельбы у нас еще плюс ОФП. Кира, она занимается уже 2-й год. Вот, в прошлом году она ходила, и летом мы начали в августе заниматься, она тоже начала в августе ходить. Вот, это как бы моя маленькая звездочка, моя надежда. Почему именно я ее выделяю? Среди девочек очень редко встречаются те, которые как бы маленькими бегали по лужам с луком и стреляли, и говорили, что им это нравится. Ну вот одна из представительниц этих. Поэтому я так думаю, что мы с ней добьемся. Директор школы меня поддерживает, потому что она сама мастер спорта по стрельбе из лука. Участница чемпионата мира во Франции в свое время. Ну, всю жизнь тоже она, всю молодую, так сказать, свою, все молодые годы она занималась спортом. Сначала гимнастикой художественной, потом там ее признали неперспективной, и она... А я-то обрадовался, что после гимнастики ко мне пришла. И вот у меня она... как бы стала чемпионкой России, вот на чемпионат в сборную России попала, на чемпионат мира съездила. Дети занимаются бесплатно. Стрелы, лук. Ну, пока как бы за мой счет. Вот. Я в свое время пчелами занимался. Ну, были денежки, так припрятывал и потом покупал потихоньку. Вот. А семья ваша не платит? А семья, дело в том, что у меня жена тоже мастер спорта по стрельбе из лука. Она тоже 18 лет отработала тренером в свое время. Мы с ней вместе работали в Горановской школе.
Поэтому она понимает все это и поддерживает. Как всегда происходит, не только в спорте, во многом то, что, так скажем, молодое поколение очень энергичное, немножко цели, задачи меняются. И так получилось в нашем виде спорта, потому что мы, молодые тренера, пришли, молодое движение, и мы захотели в Башкирии как бы стрельбу из лука выставить на новый уровень. Загорелись участием на юношеских Олимпийских игр, как раз таки вот на этапе формирования своей карьеры как тренера. Бешеное желание было попасть на эти Олимпийские игры, для участия в этих Олимпийских играх. Мы добились этого, и эти результаты дали толчок для того, что мы показали, что мы можем работать не только как тренера, но и как организаторы. Мы долго времени готовились к этому, чтобы забрать федерацию. И вот в 2018 году на перевыборах председателя федерации мы воздвигнули свою кандидатуру, и решением Совета Федерация перевела в город Уфа. Вас не встретили в штыки? Было много ситуаций, но, к сожалению, я не буду вдаваться в подробности. Как во всем, есть и положительные, и отрицательные моменты. Самое главное, что нам поверили, нам доверяют. Я думаю, мы покажем свою работу через несколько лет, ну, может быть, и сейчас уже кто-то видит ее, то, что мы двигаемся в правильном направлении. Стас является первым моим учеником. Не только он один, они пришли классом. Их было в порядке 12-14 человек. Стас, он отличался от всех. Он сразу с первых дней как бы ловил все на лету. Это именно техника стрельбы из лука, вот эта чуйка стрельбы из лука. Станислав довольно-таки хорошо вошел в молодежную команду. Сразу же на первом старте своем он занял первое место в личных соревнованиях на международных соревнованиях Кубка Европы. В спорте, мне кажется, без веры вообще невозможно. Мы не только верили, мы как бы каждый день мы обсуждали это. Мы развесили в нашем тире на каждом углу фотографии юношеских Олимпийских игр, вот эти вот плакаты, информацию. Мы распечатали план города, мы знали население города. Грубо говоря, мысленно мы были уже там. Серьезно это было. И дают результат, конечно же. То, что касается работы федерации, они очень активно в этот процесс вошли, провели первенство России. Ну, посмотрим, какие будут результаты в дальнейшем, лишь бы именно спортивные результаты, по которым оценивается работа, их не подводили. А они в данный момент, конечно же, есть представители сборной команды из Башкортостана, их на данный момент 3. Это уже неплохо. Будет у нас олимпийское будущее? 100%, я вам обещаю.